Раз, два, три. Ассаламу алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Я надеюсь, нас хорошо слышно. Мы начинаем и наше интервью. Если нас хорошо слышно, поставьте плюсики, чтобы мы знали об этом. Адам, рады тебя видеть. Взаимно, брат, давно не виделись. Да, Адам, хотелось бы сегодня с тобой пообщаться, поговорить. У тебя большой опыт, как не только в IT, на самом деле, в общественных делах. Я думаю, что тебя многие знают, но как IT-специалиста, наверное, тебя, скорее всего, знают поменьше людей, чем как общественного деятеля. Но ты IT-специалист, и ты работаешь на сегодня в Сбертех на позиции менеджера по управлению проблемами, или как правильно? Yes. Давай начнем с этого. Что это вообще такое? И потому что так сходу тяжело понять, чем ты занимаешься, за что ты отвечаешь. А после этого тогда откатимся к университету. Давай так построим сначала. Окей, давай. Итак, саляму алейкум всем мира и милости, как я люблю говорить. Вот, многие меня, кстати, с этой фразой больше ассоциируют, чем с социальной жизнью и с жизнью, тем более моей профессиональной. И правильно Мухаммад заметил, что многие знают меня как некого общественного работника, хотя я сам себя таким не считаю. И об этом тоже пару фраз скажем. Вот, знают, но многие не знают о том, что у меня есть своя сфера, это IT-сфера, в которой я больше 15 лет уже работаю, и который, которая является неким корнем моей жизни, вокруг чего строится или благодаря чему я могу реализовать и какие-то дополнительные активности. Вот. Что касается управления проблемами, это некий процесс ITIL. ITIL – это, скажем так, для тех, кто не знает, для тех, кто не погружен, это некая система типа а-ля бухгалтерии, которая помогает управлять компанией с точки зрения IT, успешно управлять компанией с точки зрения IT. Если бухгалтерия помогает нам финансово управлять, то ITIL помогает управлять всеми IT-процессами в компании, такими как инцидент-менеджмент, такими как там бывает request-менеджмент, бывает процесс там доступности, непрерывности, которые очень часто их путают. Вот, ну и так далее. Там change management, release management, и наряду с ними еще risk management там бывает, и наряду с ними есть problem management. Зачастую в большинстве случаев как минимум реализован бывает инцидент менеджмент, это управление инцидентами, вот, и в более крупных компаниях бывает необходимость реализации проблем менеджмента. Вот, это очень такой, очень нужный инструмент. Вкратце говоря, расскажу один из примеров, который у нас был в компании X5. Адам, сейчас, Да. секундочку, смотри. Нам один раз уже пришлось удалить видео из-за того, что спикер, наш гость, рассказал какие-то данные, которые не понравились компании, поэтому я заранее тебя, наверное, предупрежу, что, возможно, тебе что-то, может быть, нельзя говорить делиться, чтобы мы не удалили это видео. Ну, я так в целом, наперед забегая. Тогда мы как Окей. раз касались вопроса зарплаты. Да, тогда расскажем более наглядный пример из другой компании, чтобы Давай. опять же не попасть Ага. под это дело. Давай. То есть было некое оборудование, которое было критично для компании, его непрерывная работа и быстрота работы этого оборудования. Но оно постоянно сбоило. И при сбое мы тратили там, скажем так, около часа для восстановления этого оборудования. Это было Мгм. очень-очень критично для компании. Пытаюсь все
обтекаемо рассказывать, чтобы не возникло проблем, потому что сам знаю, что такое удалить наработанный материал, это очень Мгм. сложно бывает. И вот 2 года эту проблему решали. В итоге оказалось, что некие, расходники, поступающие для этого оборудования, они, оказались, то есть на них печаталась информация, на этих расходниках. И Мгм. печаталась она, двух типов, черными чернилами и синими чернилами. Оказалось, Мгм. что синие чернила, они накапливали статику, били по, материнской плате этого оборудования и перезагружали это оборудование. В Мгм. общем, спустя 2 года за счет процесса, problem менеджмента спустя 2 года нашли, эту Мгм. проблему, и она была решена. Там было, по-моему, привязано около там 12 или 15 тысяч инцидентов, чтобы вы Мгм. понимали. То есть инцидент, он имеет свой SLA, в рамках которого, SLA — это срок решения, имеется в виду, Мгм. Service Level Agreement. То есть это срок, за который, исполнитель согласовал с бизнесом о выполнении этого инцидента. Бывает еще критичность, там, в зависимости от критичности. То есть, если это высокая критичность, там это обычно 2 часа, если там невысокая критичность, может там до 5 дней решаться инцидент. Мгм. Ну, как я ранее сказал, эта проблема решалась 2 года, и мы понимаем, что инцидент никак нельзя решать там в течение 2 лет. Поэтому, собственно, этот процесс проблем менеджмента и существует. Сейчас на беззвучно поставлю. То есть получается, что это некий фреймворк, система, структура, в рамках которой решаются проблемы, которые возникают именно у крупного бизнеса, у enterprise. Да, То есть если 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 взять говорить маленький сухо, бизнес, то, е естественно, да, да. если Ага. говорить сухо, то проблема — это массовый инцидент, Мгм. который в ходе SLA невозможно решить, найдя корень проблемы. Проблема — это в большинстве случаев, там 98-99%, это инцидент с неизвестным корнем проблемы. Мгм. Мгм. Обычно инцидент закрывается воркараундом неким, да, временным решением, Мгм. это создается проблема и привязывается этот инцидент к этой проблеме. При поступлении последующего инцидента специалист смотрит, есть ли проблема на этот счет заведена. Но обычно это там бывает вспомогательный какой-то там инструмент, который подсказывает исполнителю о том, что заведена уже проблема. И в этой проблеме описан workaround, да, то есть обходное решение для этого инцидента. И специалист уже не тратит время на проработку этого инцидента, он быстро закрывает обходным решением инцидент и привязывает его к проблеме, привязывает, чтобы мы понимали, насколько актуальна для нас проблема на данный момент. Окей. Хорошо. Сейчас у нас как раз уточняют выпуск для специалистов. Да, А, Давай тогда, знаешь, сейчас как сделаем? Мы, наверное, мы примерно для себя осознали, чем ты занимаешься. да. Такая область, которая на самом деле другой вектор развития, если взять дизайн, маркетинг, разработку более привычную для нас, именно для айтишников. У тебя кажется, что он больше именно в информационную безопасность, может быть, именно в защиту и в процессы, естественно. Да. Давай сейчас мы вернемся там 15 лет назад или 20 лет назад, вот, и поговорим про обучение. Но перед этим мы сегодня, там, я отвечу на вопрос Руслана. Мы в целом хотим сегодня разобрать вопрос, как расти в найме, какие есть лайфхаки, именно в разрезе опыта Адама. То есть понятно, что у каждого опыт свой, там есть какие-то разные пути успеха. Вот, Адам сегодня поделится своим, иншаллах. Поэтому, так что оставайтесь на связи. Адам, Да, я в самом начале, Мохаммад, сразу хотел бы сказать, давай. очень хороший вопрос, кстати, от Руслана, Баркал Руслан, и для всех остальных. Сейчас сколько у нас человек вообще на линии? Ну, сейчас человек 5 на линии. Мгм, мгм. Мы Окей, просто смотрите. выходим в не очень удобное время для слушателей, но потом просмотрами будем догонять. Да-да-да. А, Смотрите, я скажу следующее. Первое, что я хотел бы сказать, я не знаю, зачем Мохаммад меня сюда пригласил, потому что гораздо больше удобных, успешных ребят и людей у нас есть. Но, несмотря на это, я, в принципе, всегда люблю делиться
как бы не являюсь сторонником того, что там сохранять что-то в секретах и так далее. Я буду только рад, если кто-то какой-то из примеров возьмет и повторит. Это первое. Второе. Самое главное из лекций, обычно мы там лекции, тренинги слушаем, это не только послушать и уйти, а реализовать что-то, приобретенное на этой встрече. Хотя бы один инструмент попробовать реализовать в своей жизни, который помог спикеру. Если даже он вам не поможет, то он вам даст очень хороший опыт. Это однозначно. Забегая до этого вперед, я хотел бы сказать, что самое главное в нашей жизни – это религия, да, это покорность. И если кто-то не совершает хотя бы один намаз своевременно, то все, что он услышит на этой лекции, ему бессмысленно. В первую очередь надо восстановить выполнение пятикратного намаза своевременно, в отведенное для этого времени. Это с чего я хотел бы начать. Второй вопрос, что бы я хотел сказать, то это больше для начинающих ребят. Это то, что не про специальность. Не упускайте время от 20 до 30 лет. Или там от 20 до 35 лет, можно сказать. Это самый активный период времени, когда человек может набрать максимум информации и к 35 годам, 30 годам стать востребованным специалистом на таком уровне, что за него будут бороться крупные компании. Примерно какой-то Братан, кусок из этого я вам там пример из этого попозже расскажу. Именно с 20 до 30 лет. Это возраст, когда организм хочет веселиться. Это время, когда организм хочет там больше получать эндорфин, да, вот этот быстрый гормон наслаждения. Вот. И здесь главное, он должен поступать в организм человека, безусловно, своему возрасту, в свое время. Но при этом нельзя забывать, что именно этот возраст, он пролетает просто как мгновение. Огромная просьба, братья, не упустите это время. Так, что дальше? В какую бы область вы ни рынулись, какую бы область вы не выбрали, областей сейчас можно выбирать несколько, да, за свою профессиональную карьеру. Это сейчас многими доказано, это уже практика, это уже жизнь даже доказывать никому не нужно. Сейчас в Америке за свою жизнь люди меняют 3-4 профессии, да, скорее всего, и больше. Сейчас дети начинают программировать с 6 лет, даже, возможно, там с 4 лет уже игры разрабатывать. Поэтому изучайте сначала ту область, которую вы выбрали, изучите, погрузитесь в нее не поверхностно, там, бежать по ней, там здесь что-то схватил, там что-то схватил. Обязательно уделяйте 1-2 часа в день или там 3-4 часа хотя бы в неделю, изучая дополнительно, более глубинно свою профессию. Для меня, кстати, вот как проблем-менеджера это очень сложно, потому что очень мало информации, вообще этих позиций очень мало. Я поспрашивал среди знакомых наших братьев, я, честно, только одну-две позиции нашел в компаниях, где проблем-менеджмент существует. Вот. Еще, наверное, еще один пункт. Мы все знаем прекрасно, что ну, надо взять, как говорится, overall, да, там, если взять крупными мазками нашу жизнь, то одно из самых главных вещей, которыми там мы пользуемся, одним из самых главных инструментов, которым мы по жизни пользуемся, это коммуникация, да, это наша речь. Речь и, наверное, после него бы я сразу поставил бы там внешний вид. И в речи я подразумеваю также развитие, интеллектуальное развитие человека. То есть человек должен быть эрудирован, он должен общаться, и он должен доносить свою мысль правильно. Даже вот сегодня один наш брат правильно слова сказал про стартапы. Он говорит, человек, который разбирается в своем стартапе и может его грамотно донести, то есть у него речь поставлена, даже при более ущербном стартапе он может быть успешней в поиске инвесторов. Вот, поэтому обязательно уделяйте время поставленной речи, вот, ораторское искусство и так далее, и внешнему виду. Один мой хороший знакомый тоже, мой друг, который уже в возрасте, он часто любит говорить, что мужчина даже в 60, даже в 90 лет должен быть немного влюблен. Что это означает? Это означает, что вот когда мы молоды, как раз таки вот в этом возрасте от 20 до 30 лет, ну, у Мухаммада и сейчас этот возраст продолжается как бы,
Вот, он Я уже ухожу. не, я имею в виду, мужчина всегда за собой следит в этом возрасте. Вот, когда вот от 20 до 30 лет он старается там туфли, чтобы у него были чистые, чтобы рубашка была поглажена, чтобы прическа была красива. Я к тому, что Мухаммад и сегодня так выглядит красиво, видите, какой машаллах. Вот, вот это тоже очень важно. Следите за тем, чтобы у вас речь была поставлена, грамотно звучала, минимум слов, максимум информации и внешний вид. Вот эти, наверное, главные тезисы, которые бы я хотел сказать. Если как бы мой опыт не интересен или этого вам достаточно, дальше можно, в принципе, не слушать, дальше будет просто практика моей жизни. Я расскажу, как я, с помощью каких инструментов я пришел вот к этим, собственно, выводам. И это то, что я изначально там говорил, начиная эту вступительную речь. Если какой-то из этих инструментов у вас получится реализовать в своей жизни, то для меня уже будет, мне будет благо от этого, и я думаю, результат для вас точно будет. Последнее, что я бы в этой речи хотел бы сказать, вступительной, это постарайтесь, я давно об этом говорю, кстати, этот инструмент, надо запатентовать его. Повесьте Так. календарь себе на холодильник или на рабочий стол. Если вы в какой-то день не выучили чего-то нового, пускай это будет там слово иностранного языка или это прочтенная новая статья о вашей профессии или там близлежащих вашей профессии, пограничных областей, то просто ставьте крестик в этот день. И через неделю, через месяц вы увидите, насколько дней вы потеряли в своей жизни. А как правильно говорят мудрецы, наша жизнь состоит из дней. И особенно вот эти дни, которые между 20 и 30 лет, вы просто не заметите, как они моргнули. Очень много ребят, которым я это говорил 5, 6, 10 лет назад, ко мне сейчас возвращаются и говорят: Адам, как же ты был прав, говоря, что возраст от 20 до 30 лет, он пролетает как мгновение. Все, на этом все, Мухаммад. Жду твоих вопросов, тогда продолжим. Ну, Адам, очень мощное начало, на самом деле. Э, Очень правильные вещи. Ну, сделаю ремарку, что касательно того, там, стоило тебя приглашать, не стоило, более мощный, менее мощный. На самом деле ты не прав. Тебя, не исключаю, возможно, стоило позвать самым первым. Потому что советы, которые ты даешь, они базовые, они самые важные. И резюмируя, то есть это делать намаз, делать его вовремя, с этого все начинается. Это там, первое. Второе, то, что ты сказал насчет... Так, второй пункт был касательно 20-30 лет. На самом деле это такой сложный вопрос. То есть молодежь, которая это Я хочу немножко подискутировать на эту тему, это важный вопрос, если ты не против. Да, я Есть только... молодежь, которая это осознает, и она обучается в этот период, она обучается, получает новые знания, и, может быть, не получает кресло там директора, руководителя, но вот через опыт двигается в этом направлении. А есть молодежь, которая это не понимает. Вот ты скажешь один раз, ты скажешь второй раз, а результата нет. И что тогда делать? Ничего не делать, либо там своим примером. Смотри, здесь на самом деле сложная ситуация. Мы много работали с молодежью, как ты знаешь, и там пытаемся продолжать работать в этот сложный период для всего мира, там, да. Индустрия успеха в этом году, по-моему, 5 лет, если я не ошибаюсь. И первые годы, первые 2-3 года я прям бился и нервничал, и переживал, почему там, ну, ориентировочно у меня было понимание, что войнахских молодых ребят, именно, например, там ингушей в частности, да, их там около 1500 человек. Говоря о других кавказских национальностей и вообще там молодежи, их, это очень большая цифра, да, там в Москве. И наша задача была привлечь их всех на наши тренинги. Но, как показывала практика, их было очень сложно привлечь. На это я тратил там много усилий, там эмоционально и вообще физически очень много времени на это уходило. И в один день, там, спустя 2-3 года я осознал, что мне эта масса не нужна. Мгм. Что как бы я ни старался, всегда это ко мне будет приходить наиболее меньшая масса. Всегда за знания, почему-то за знания всегда тянутся ну, ограниченное количество людей, меньше всего.
И я понял, что остальная масса мне и не нужна, потому что, придя они могут там перетянуть и разогнать тот костяк, те золотые умы, скажем так, стремящиеся к знаниям, которые приходят к нам на встречу. Поэтому есть пул людей, которые сами знают, что им нужно делать, там, исходя из генных там, своих как-то становления генного, скажем так. То есть родители были более грамотные, начитанные и так далее. Есть ребята, которые хотят и стремятся, чего-то не хватает, и вот как раз-таки наш, наверное, посыл в большей степени относится для них, а есть ребята, которым там сегодня или там ближайшие 5-10 лет они это не поймут, а есть ребята, которые никогда в жизни этого и не поймут. Так и Понял. проработают там, на стройках, там, в охранах там, и так далее. Вот наша задача донести эту информацию, дать понять тем, кто хочет и кто стремится к этому, что для этого это несложно. Это вот как, например, 20 лет назад я думал, что МГУ это какой-то, знаешь, отдельный мир, и туда поступить, ну, практически нереально. Сегодня мы знаем, что очень многие наши даже земляки, поступая туда, не идут туда учиться, а выбирают вместо него другие московские вузы. Там, да. Ну, эта планка снизилась. И сегодня у меня нету такого понимания, что туда сложно поступить. Да. Я даже сегодня там могу пойти и постараться там хотя бы вступительные какие-то экзамены сдать. Вот наш посыл для этих ребят конкретно, что это несложно на самом деле. Я поэтому, начиная свою речь, сказал: ребят, я ничем не отличаюсь от вас. У меня не было там богатого папы, я вообще рос без отца. Мой отец покинул этот мир в 87 году, мне там лет 5 только было в этом возрасте. Не было богатых дядь, которые там, не было таких дядь, которые мне сказали бы: пойди вот в этот университет или пойди в этот университет. Я сам выбирал, в какую область мне идти. Поэтому любой из вас может не только повторить мой путь, а превзойти его. И найти халяльный заработок для своей семьи, построить отдельную ячейку общества, которой в судный день пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, будет гордиться, как он нам и обещал. Иншаллах. Иншаллах. Адам, нужно, наверное, сказать про индустрию успеха. Этот проект, который, как ты сказал, уже 5 лет Да, существует. Вы обучаете, курируете молодежь в Москве вместе с Джабраилом Матиевым. да, безусловно, да. Да. Начинали проект мы втроем, Джабраил, Матиев, всегда хочется сказать фея, это Фатима Хашиева, наша фея проекта, да, Ага. реально. Я А, и как-то он хорошо зашел, и студентам очень сильно понравился. За 3 года мы провели больше 55 встреч. Там было 3 направления. Это обмен опытом, когда специалист из той или иной индустрии приходил и делился опытом с начинающими свой профессиональный путь ребятами. Вот второй путь, второе направление — это было, тренинги, обучающие курсы какие-то. И третий, тогда он первые там пару лет он назывался, "Код нации", не "Код нации", вру, как он назывался-то? А, я уже забыл, как он назывался у нас. Представляешь себе. Давно не Ладно. было такого направления. То есть, Ага. 3 направление это было направлено для поддержания наших национальных традиций. А, То, чего не хватает как раз-таки московской общине, там прийти, пообщаться на национальном Мгм. языке, вспомнить какие-то культурные ценности, которые уже утрачены, которые нужно было бы восстановить там и так далее. Ну и которые там появились, например, новые, которые не стоит продолжать там, и так далее. Вот. Вот эти 3 направления у нас были. Мы, проводили очень часто тренинги и с зарубежными нашими, ребятами, которые за рубежом живут. Они рассказывали, как они живут. А, Чем отличается жизнь там за рубежом или профессиональная деятельность за рубежом от российских реалий. Вот, последние 1,5-2 года очень сильно подкосила нас, собственно, пандемия, потому что мы принципиально проводили оффлайн встречи, в них очень сильно требовалась московская община. И как только на самом деле наступила эта пауза, Мгм.
я начал получать там шквал обратной связи о том, что действительно Мгм. не хватает этих встреч и так далее. Мы знаем много сторонников, противников знаем этой ситуации, кто говорит, что это там надумано, наиграно, есть, нету и так далее, но риск все равно был большой. Мы как-то приняли для себя решение, что даже если один человек заболеет из-за наших тренингов или из-за наших встреч, то это уже для нас будет там критично. Поэтому немного в онлайн ушли, но онлайн тоже немного размазался, и мы все ждали возвращения в оффлайн, даже одну встречу, там, одну-две встречи наметили, потом она сорвалась. Ну, скорее всего, надо будет в онлайн перебираться полностью тогда. Ну, у вас колоссальный опыт, на самом деле, вы набрали за этот период. Возможно, в следующем году, может быть, мы втроем проведем встречу, и вы поделитесь своим опытом именно в рамках индустрии успеха, что какие тезисы, фишки работают, что не работало, это было бы полезно. Да, это действительно ты прав. Я на самом деле Мгм. очень-очень сухо, вкратце пробежался по ней, потому что Мгм. знаю, что ребятам более, наверное, интересна профессиональная деятельность. Про индустрию успеха мы просто много раз рассказывали, всем известно. Ну и это, как бы, как ты и сказал, это отдельная тема для отдельных там, 1,5-2 часов, Да, скажем. стоит разобрать, ну, не будем загадывать, но у вас колоссальный опыт ингушский, я даже не знаю, каких таких организаций именно, которые образовательные, которые столько работают, и надо делиться этим опытом. Да, там на Как- самом деле, скажу, что даже некие детские мероприятия мы запускали, юный джигит мы запускали. Алейкум салям рахматуллахи баракат, тем, кто зашел. Совместно с командой проекта «Единство» мы Мгм. в национальной библиотеке даже делали некое мероприятие, развивающее мероприятие для детей, в которое пришли только детей 200 человек, не считая там с каждым там один-два родителя, еще там третий где-то. Это где именно В локация? Москве, В Москве. В Москве центральная, там на проспекте Ленина, библиотека. Мгм. Ну, то есть таких, очень много отдельных там интересных проектов было. Там для детей также там завтраки, утренники или завтраки, как их правильно назвать, в ресторане «Аса» здесь у Мухаммада Ахриева Мгм. проводили. Мухаммад Ахриев часто помогал проекту. Огромная благодарность ему, очень хороший брат. Это то, что касается индустрии успеха. Хорошо, хорошо. Мы так тезисно познакомили аудиторию, хотя я думаю, что многие знали про вас. Давай сейчас вернемся тогда немножко назад, вернемся к периоду, когда ты заканчивал школу, ты поступил в КГБУ, то есть Кабардино-Балкарский государственный университет. Какие были предпосылки поступления в этот вуз? Почему там так получилось, ты его выбрал? И именно эту специальность. А специальность у тебя автоматизированные системы обработки информации и управления. Да, опять же, описывая все вкратце, жизнь была насыщенная, поэтому, то, что я тебе прислал, это краткий перечень. Если рассказать, Да. тогда немного поподробнее расскажу, свой Давай. тернистый путь в профессиональном, развитии. Ну, именно интересно, почему именно там этот вуз, именно это направление, Да, да, да. что повлияло? Да, заканчивая школу, у меня, кстати, был, даже кружок по химии. То есть, ну ладно, к информатике сейчас вернемся. Я вел кружок по химии, всякие опыты ставил, развлекал там одноклассников, в школе. Ну и при этом, при всем, надо должное отдать учителю информатики, который меня привлекал, к этому предмету. Но даже я участвовал в неких олимпиадах, но это было все равно что-то другое, да, там, абсолютно отличающееся от темы, скажем так, IT, да, или там IT-специальности. Это были некие там алгоритмы, которые мы решали, там какие-то задачи логические там и так далее. Но это, я думаю, дало хороший шаг в моем развитии в дальнейшем. Когда я заканчивал школу, передо мной стоял вопрос. Я очень сильно любил медицину, очень Мгм. хотел стать хирургом. Мгм. Не столько даже, сколько айтишником. Я даже там не представлял, что такое IT там и так далее. Мгм. Вот, но
Живя в Нальчике тогда, медицинский факультет, он был только платный, то есть поступая обязательно, ну, или, по крайней мере, мне тогда казалось, что нужно обязательно заплатить там деньги. Он на Северном Кавказе считался таким перспективным вузом медицинским. Я знал, что как бы информатику я смогу осилить сам, то есть поступить в университет. В университет я не смог поступить, Мгм. не прошел. И я поступил в колледж. Там в Нальчике есть колледж, Кабардино-Балкарский, колледж информационных технологий и экономики при КБГУ называется, при Мгм. Кабардино-Балкарском государственном университете. Мгм. А на самом деле только поступив и закончив его, я осознал, насколько большое благо для меня это было, и хвала Всевышнему, который именно так устроил. Аллах говорит в Коране, есть в жизни вещи, которые вам кажутся благом, но являются злом для вас. И есть также вещи, которые вам кажутся зло для вас, но являются благом для вас. Да? И по примеру этому, не поступив в университет, я, конечно, очень сильно расстроился. Мгм. Скажем так, достаток семейный был весьма-весьма невысок, потому Мгм. что все мы 3 были студенты, там, мать еще в 27 лет осталась без мужа, и мы еще попали в войну, нас там чуть не расстреляли, короче, и там целая история жизненная до этого, о которой не стоит сейчас там говорить, потому что это длинный, плохой путь был, который не хочется даже вспоминать. Так вот, не было таких возможностей, да и в принципе там жизнь я, наверное, свою строил сам. Вот в этом, как бы, по воле Всевышнего я как-то выбирал профессии сам. Меня ни в экономический, ни на юридический не отправляли. Мне сказали, кем ты хочешь быть. Я сказал, что хочу медиком, но, к сожалению, понимаю, что это нереально. Я пойду на информатику. Не поступив в Ск университет, я поступил в колледж, там Сколько спокойно. лет в колледже ты проучился? А, Я там учился 3 года, 3 по-моему. года. Или сейчас, одну секундочку. 3 года, да. 3 года я там проучился. Все учились Мгм. 2 года. По информатике было 2 года. Один из самых крутых инструментов, который там был, это как только человек поступал, в сентябрь они отучивались, то есть практически только знакомились с преподавателями. В Мгм. октябре нас закрывали в кабинете Так. как бы всю группу. И мы с 9 утра практически до 5 вечера только программировали. Весь месяц. Там у многих Мгм. были ломки, некоторые отсеивались, понимали, что это не их, просто вечером голова просто гудела. Ну, потому что Мгм. даже компьютеров тогда там у одного, у двоих максимум были Мгм. дома, и люди не привыкли сидеть перед мониторами, это тогда были мониторы другого поколения. В общем, здесь такой КМБ у нас проходил, да, курс молодого бойца. И я понял, что мне это очень интересно. Я самый первый сдал все работы, Мгм. но у меня всю жизнь была одна проблема. Я как только понимал, что я физический труд выполнил, вот с описанием у меня всегда была проблема. В итоге как бы преподаватели знали, что я как бы способный человек, что я способный Мгм. парень, скажем так, что я Мгм. первый закончил все практически и показал как бы все задокументировал, вернее, показал, что все работает, но не задокументировал. И именно писанину я всегда сдавал последним почему-то. Ну, мне за это делалось всегда поблажки, потому что я мог поправить учителя, который там на доске код какой-то писал, я указывал, у вас здесь ошибка, так не может быть, вот это по-другому должно быть. Мгм. В итоге пришло к тому, что, заканчивая контрольного, преподаватель говорил там: "Передайте Адаму, пускай он проверит, а потом я проверю". Ну, и такие как-то интересные вещи были. Ага. Вот так я проучился, наверное, 3 года в колледже. В принципе, считаю это самым лучшим, стартом в своей жизни, потому что университет мне не дал даже и 10%. В университете я отучился только ради, корочки с надписью "Высшее образование". Соответственно, закончив этот колледж, я поступил в университет уже спокойно, не только сам сдал, ну и там пару ребят протащил, решив Мгм. параллельно Мгм. за отведенное время не только там свое задание решил, но Мгм. и им помог поступить, этим ребятам. Вот. В университете это, конечно, была другая жизнь абсолютно. Это некие 2 конфессии там преподавателей и студентов. Мгм. Ну, вот очень часто преподаватели в университете говорили, что ты не стараешься, ты
ты проезжаешь на той базе, которую ты получил до этого, а это была как раз база колледжа. Я к тому, что не стоит, вот опять же, да, про этот возраст от 20 до 30 лет, тогда мне некому было это сказать, некому было подсказать этот вопрос. Но я, по сути, очень много времени упустил в этот момент. Можно было гораздо больше знаний набраться. Хотя я тогда уже программировал на СУБД, Fox Pro, писал для магазина а, программу для учета товаров, там такой магазин Мгм. электроника был. Ну, не видя в этом как бы перспективы, потому что, опять же, некому об этом было рассказать, сказать, я как-то забросил это дело и ушел как бы в веселье, скажем так. Это на каком курсе ты получил этот заказ и такую практику? Я его выполнил, заканчивая колледж, как, М, как, мгм. по-моему, одну из, финальных работ выполнил. В университете мы очень мало занимались вообще Ну, программированием. смотри, у меня вопрос к тебе. В колледже немногие учились по плане того, что этот пункт, он встречается, но многие как бы после школы идут в вуз, да, кто-то после школы вообще никуда не идет. То есть у меня вопрос, в чем получается сила колледжа была, почему там, если сравнивать с вузом, он вот дал настолько такой буст. Почему вуз, получается, не сделал это и не дал? То есть это какие-то твои личные э, там вещи, да, либо это система колледжа. Смотри, здесь комплекс. Ты на самом деле очень правильно подметил Мгм. корень. В тебе живет проблем-менеджер, видимо, тоже. Вот, Ну, скажем так, бывший. возвращаясь назад, Ага. заканчивая 11 класс, я немного как бы отпустил вожжи, расслабился, с учетом того, что в моем классе вообще не принято было быть умным, да. У Мгм. меня в классе Ну, было там, как в этот период, да, у меня в желательно классе не было, выделяться. по-моему, ну, около 10, наверное, ребят было. Из них там 8 или 9 были чемпионами республик, чемпионами там по боксу, в основном по борьбе там. Ну, и я начал, короче, на их сторону склоняться потихоньку. Мгм. Ну и, скажем так, пятерки были, скажем так, не в топе, назовем это Мгм. так. Мгм. И когда я Приоритет. пришел, да, и я расслабился, очень сильно расслабился к концу 11 класса. И когда я пришел вот в этот колледж, там был директор, он был пожилой мужчина, и он, зайдя в класс, а мы были как бы показательная группа какая-нибудь такая некая айтишная. Тогда IT-профессий было немного, этот колледж как бы он хвастался тем, что у них есть вот это IT-направление, Мгм. и я считаю, что имело место быть, они выпускали очень хороших специалистов. Мы у нас в основном классе там стоял огромный телевизор, огромный просто. Тогда говорили, что он стоит, по-моему, 20 Волг-24. То есть, ну, Мгм. вот Волга-24, примерно Мгм. 520 машин он стоит. То есть это какой-то был огромный, управлялся он с кроулинга, такой пульт с шариком. Они, Мгм. по-моему, развития они не получили, они как бы вымерли, такого типа устройства. Управление. Ага. Да-да-да. Ну, тогда вот такой он был. И он, заходя в кабинет, сказал, вот сходу он сказал такую фразу. Он сказал: "Неважно, кем вы были до этого, неважно, кем вы были и что вы делали до сегодняшнего дня. Мгм. Сегодня у вас есть шанс изменить свою жизнь". И эти слова вот прям в сердце мне попали. Мгм. И Ты я их реально я реально понял, что вот все, что я делал, оно бессмысленно. Сегодня мне вот сегодня тот день, когда мне нужно изменить свою жизнь, взять снова вот вожжи в свои руки и начать управлять своей жизнью, а не течь по течению там. И действительно так и получилось. Это был первый момент. Второй момент был то, что я усиленно трудился. То есть вот эти лабораторные работы, я их посещал не просто так, а я там реально пытался выжить максимум из этих практик. Третий момент — это сам вот этот инструмент колледжа, который, Мгм. я думаю, он очень эффективен в том плане, что необходимо чередовать теорию и практику. У нас как получается, там, мы изучаем теорию, изучаем, а потом Мгм. переходим в практику. И какая-то теория, она забывается, какой-то смысл там потерян и так далее, и так далее. Вот
Я считаю, что это очень дельный инструмент, когда ты немного погружаешься, немного практики пробуешь, потом опять снова погружаешься. Вот этот инструмент, он был очень полезен, на мой взгляд. То есть в колледже практика, она ближе к теории, в отличие от вуза. Ну, Да, говоря прям. очень, очень Окей, близка была. окей. Очень интересно Да, было. а в университете у нас была, опять же, там обособленная группа, называлась группа сокращенного обучения. Мы Мгм, учились 4 года всего, там, где все учились 5 лет, с учетом мгм. того, что мы колледж закончили, мы учились 4 года. То есть первые 2 курса были сжаты в один курс, в первый курс, и мы там проходили вот эти общие практики, которые практически не нужны были на самом деле. Потом на втором курсе у нас было, по-моему, только 5 или 5-6, а может и 8 предметов математического наклонности. И некоторые там вообще очень сложные были, там мозг плавился просто. Вот, а Мгм. потом там, грубо говоря, третий, четвертый курс, они были полегче. Мы изучали некие общие практики, типа сетевого окружения, типа SQL там и так далее. Опять же, когда ты не понимаешь, что это такое, тебя чему-то обучают, ты учишься, там, сдаешь экзамен, но ты не понимаешь, для чего это нужно, да, там. Да, да. Например, элементарно там в жизни тебя учат молотку, да, ты никогда гвоздь не забивал, и ты не знаешь, будешь ли там работать там той специальности, в которой этот молоток нужен. И смысла для этого нету. А то тут ты заканчиваешь там университет, там, прожил там 10 лет, женился, и тебе жена говорит, забей гвоздь там. И ты тут понимаешь, что оказывается, вещь-то нужна была. И Вот для чего обучали. вот для чего обучали, да, на самом деле. Вот, Да. я к тому, что вот такие встречи, они очень важны, и ту работу, которую ты делаешь, она очень-очень-очень важна для становления нашей молодежи. Одна такая лекция может заменить год или 6 месяцев труда, который вот наступая на грабли, молодежь преодолевает, да, там, получая, набивая на эти шишки. Просто послушав вот такую лекцию, осознав ее, не просто Мгм, сев, там, посмотрев, а осознав ее, мгм, он мгм. может сократить там или преодолеть этот опыт в своей жизни. Поэтому Делриас Халган был без. Да. Все работаем в этом направлении, и индустрия успеха, и интернет, развиваем эту тему. Адамс, тебе знаешь, какой вопрос? Получается, ты отучился в колледже, он дал тебе очень хорошую базу, очень хороший фундамент и в информатике, и в математике. Вуз, насколько я тебя услышал, ты отучился, ну, как обычно мы учимся, да, там, так, 7 лет занял мой путь. путь. Во время обучения в ВУЗе, то есть следующий вопрос связан с первым местом работы, и вопрос какой? Когда ты устраивался, требовался ли опыт, и был ли у тебя опыт технический, который ты в ВУЗе приобрел, работая каких-то там проектов сторонних? Чисто А, для опыта. Потому что знаешь эту ситуацию, когда студенты заканчивают вуз, пытаются устроиться на работу, а на работу берут только с опытом, и он не может устроиться. И вот что-то ты делал во время обучения, чтобы получить опыт, или нет? Смотри, у меня единственное, чем я могу там от кого-то отличаться, это некие коммуникативные навыки, которые там всегда оценивались в моей жизни даже со стороны. Ну, и я знаю, что они там хорошо развиты. Я считаю, что это предпосылки моего жизненного пути. Я очень часто менял школы, менял республики и находил с каждым разом все проще и проще мне было найти язык там с разного рода людьми, да, там. Мгм. Мгм. Поэтому это сыграло хорошую роль, в первой моей такой настоящей работе, об этом расскажу. Что касается до этого, заканчивая колледж, я устроился на работу, был администратором типа интернет-салона, ну, и совмещенного с игровым клубом. И Мгм. там я получил какой-то навык, и там я заработал деньги какие-то, которые мне, кстати, позволили нанять репетиторов и подтянуть там общие науки. Ну, это физика, по-моему, да, в основном физика была при поступлении, мне нужна была Мгм. на физику. Ну и так как я специально намеренно брал, опять же, это все как бы я сам
проходил, то есть мне Мгм. никто не подсказывал, я знал, что Мгм. мне это необходимо подтянуть. Я взял специально преподавателя там с вуза, который я хочу пройти. Он Мгм. знал, какие вступительные экзамены, какие вопросы есть, и так подтянул себе тот пул Базу, знаний, минимум. который мне не хватало, короче, для Мгм. поступления. Это был вот прям самый-самый-самый первый мой опыт работы. А, Даже там у меня получилось взломать программу, которая стояла, но это отдельная история. Это Не совсем, не потом совсем, в книжках напишешь лет через 10-15. да-да-да, не совсем, кстати, положительный даже момент, я его порой даже стесняюсь. Ага. Вот, но потом все как бы я вырулил, альхамдулилля. Когда я закончил университет, заканчивал даже университет, вот это пришло уже время там полноценной настоящей работы, и это то, что исходит из нашей темы, то есть путь от техника. Был такой магазин там огромный, как раз новый открылся. Я туда пришел и сказал, что мне нужна работа. Ну, Мгм. директор прям зашел. Они Мгм. развивались, и эта организация была построена, вот, кстати, по современному типу, когда руководитель может спокойно общаться с командой, там он Мгм. внутри команды находит. Я не знаю, они знали, не знали, либо это вот как ее в жизни ребят а, во главе крупных компаний сегодня, которые они тоже так же, как бы, наверное, не изучая ничего, как бы, ну, получилось, да, так, когда они не отделяют себя, как бы директоры, это там отдельная сущность там и так далее. Я спокойно зашел к нему, я говорю, вот меня так-то зовут, я закончил такой-то вуз, я хочу работать у вас в компании. Он меня отправил к своему заму. Мгм. Директора звали Адам, зама звали Артур, до сих пор помню. Я к этому к Артуру прохожу и говорю, мне нужна работа, я хочу набраться практики. Ну, мы там обсудили, а он видит, что меня директор к нему отправил, то есть его босс, да, получается. Мгм. И Мгм. он, видимо, понял, что там какие-то связи есть. И он мне говорит, хорошо, какая тебе зарплата нужна? Я говорю, мне зарплата не нужна. И он такой Ага. удивился, говорит, как тебе зарплата не нужна? Я говорю, слушай, я Ага. за практикой пришел. Хотя мне остро необходимы были деньги, как бы, знаешь, я понимаю. Я говорю, не, я за практикой пришел, мне нужна практика. Он говорит, Ага. слушай, ну мне чем-то тебя надо мотивировать. Я говорю, ты если меня возьмешь, я свою мотивацию я тебе покажу. Он так улыбнулся, говорит, ну окей, давай, говорит, есть вот это, вот это, вот это. Я говорю, ну вот я хотел бы там с компьютерами заниматься, я в этом области немного знаю, в этой области. Сборка, починка там компьютеров, хотел бы этим заниматься. Окей. Он говорит, давай, тогда мы делаем тебе сдельную заработную плату. Я говорю, как хочешь. В нашем отделе работали 3 парня, не считая меня, 2 моих коллеги, которые были очень опытные. Эти ребята прям реально для меня тогда были некие мозги в своей науке. Мгм. Мгм. И руководитель, который, ну, хорошо получал, потому что совмещал сервис-центр вообще магазина, то есть там включая бытовую технику и так далее. Но за полгода, или там больше полугода работы в этой моей компании, ни один из моих коллег не получил зарплаты больше, чем я. При том, Мгм. что я ее не считал, я не знал, сколько она. Я просто вот пахал. Вот я бросался за каждую мелочь. Вот где можно что-то выучить или там отточить свои навыки, я на это бросался, брал. Там через полгода меня начали, там директор меня вызывает, просит, говорит, слушай, там у министра, говорит, дома какие-то проблемы с компьютером, там, я кроме тебя не вижу там никого, Мгм. можешь к нему Мгм. съездить, там, поговорить с ним, потому что, ну, опять же, коммуникация была налажена и так далее. Я говорю, да, без проблем, там, ко мне приезжает шафер, меня отвозит, привозит. Ну, уже ты понимаешь, что ты поднимаешься как бы вверх, стремишься. В это время у меня брат работал в Москве уже, старший брат. И он мне звонит и говорит, ну, все, я уже там закончил университет. Мгм. Он мне говорит, надо перебираться в Москву. Я говорю, слушай, у меня здесь такая нормальная обстановка, говорю, у меня все хорошо, говорю, там, давай, говорю, может, я здесь останусь. Он говорит, Ага. что здесь останусь, ты что, типа, мы мальчики, короче. Я говорю, ну ладно, короче, как скажешь, давай. И сажусь на автобус тогда и еду в Москву. Приезжаю в Москву, устроился в компанию IBS тогда. Мгм. Для тех, кто не знает, это компания, которая, как бы, скажем так, торгует людьми.
Ну, ты туда устраиваешься, и они тебя отправляют к заказчику, по сути. Примерно такая схема. Я первый в банк пришел тогда, я помню, и спустился директор, очень культурный, очень образованный парень был, русский парень, и он мне говорит, ну, давай, типа, он в фойе мы сидим, он говорит, давай, Адам, я тебе пару вопросов задам, и мы поймем, там, ты нам подходишь или нет. И он мне То есть говорит, это на собеседовании ты это уже фактически. собеседование, да, Ага. первое мое собеседование в Москве, короче. Ага, так. Он мне говорит, что делает команда Пинг? Мгм. И я говорю, не знаю, короче. И он ничего не, вот он даже вида не подал. Вот если бы мне сейчас попался такой человек, я бы, наверное, ему лекцию на 3 часа прочитал бы и А, отправил бы. да. Руслан, я вижу твои вопросы, я сейчас отвечу чуть попозже. Как раз к этому сейчас идем. Он мне еще 2 вопроса каких-то задал, их я вообще не помню. И он мне очень красиво, очень прям грамотно, настолько он мне объяснил, что я сам хотел его поблагодарить, то, что он мне отказал в работе. Так. Второе мое собеседование было в компании, Росна. Это Мгм. российская компания такая есть, Росна, Мгм. страховая компания. Туда меня взяли, и, сразу хочу сказать, что первые 3 месяца 80% из того, что говорят мои коллеги, я не понимал. Они на каком-то там другом языке разговаривали, хотя мы все говорили на русском языке вроде бы. Они обсуждали какие-то игры там, какие-то там, бластеры, бастеры, чего-то там. Адам, какой это год, чтобы мы понимали? Это 2000 конец 6-го года, начало Ну, 7-го года. 2007. Понятно. Конец 6-го, начало 7-го года. То есть ты прошел 2 собеседования, фактически на второе там тебя уже взяли работать в Да, компании. это как получается? Я в воскресенье приехал в Москву. В понедельник, мне предложили, по-моему, понедельник или вторник, мне предложили выйти на работу. Мгм. То есть я там несколько собеседований в один день прошел, они все были в одном месте на Павелецкой. И они мне предложили, я говорю, не, в четверг они мне предложили выйти на работу, в четверг. И я говорю, я выйду в понедельник. И я пришел, я помню, меня брат поругал за это. Он говорит, что значит понедельник, короче? Так. Да, типа, четверг, или четверг арвал вес. Я говорю, слушай, говорю, я бы хотел бы, ну, чуть отдохну, говорю, я же в Москву Мгм. приехал, короче. И он Мгм. мне тогда сказал, ты знаешь, В говорит, оде какая наша жизнь? Он говорит, знаешь, какая наша жизнь? Я говорю, какая? Он говорит, вот я в 6 часов утра встаю, говорит, иду на работу, говорит, переступаю через трупы, говорит, там постоянно, говорит, кто-то мертвый валяется утром, короче, не дошел до метро, короче. И ты идешь на работу, ты приходишь, говорит, и вот когда ты пришел, говорит, ты отдохнул на работе с 9 Мгм. до 6. Да. Потом встаешь, говорит, и обратно едешь домой. Да-да. А ты приехал, ты хотел Красную площадь посмотреть там. Да, на Ленина поздороваться там. Да-да. Я ему в конце, он на самом деле, это я очень коротко рассказал, он мне там длинно рассказал, там в итоге там другие цифры были, он говорит, в 12 часов приходишь, Мгм. ламзиди, авыжи, в 6 часов опять. Я говорю, самоцло, аяхас. И он Мгм. мне сказал, сакашло отдавей, короче. Да. И все. Этой фразы мне было достаточно. И, Мгм. наверное, вот с этого дня, Руслан, отвечая на твой вопрос, началась такая бурная деятельность, в которой я получил, наверное, больше всего опыта в своей жизни. Первое собеседование провалил, на второе устроился в Росно. В Росно, там была такая система в Росно. Опять же, я там кидался за каждую работу, моя заявка, не моя заявка, мне вообще без разницы было. Главное, что там можно что-то выучить. Я там, если у кого-то заявки есть, я ему говорил, давай я с тобой пойду, если у меня заявки нету, там, шел с ним, говорил, давай, говори мне, что делать, я буду делать там. Что ты имеешь в виду, что ты выучить? То есть ты понимал, что это что-то новое для тебя, что у тебя опыта нет, и ты ушел в этом направлении? Да, я понимал, что 80% того, что обсуждают ребята, я не понимаю. И у меня было Мгм. жуткое желание понять, что они говорят, Мгм. стать лучше них или хотя бы как они. То есть Там ты не была, сидел, не ждал, пока к тебе придут и принесут эту задачу, ты сам вперед. да, более того, я скажу, там была система такая, я ни до, ни после такой системы нигде не видел. Если ты в день выполнял 8-9 заявок, то ты официально мог больше ничего не делать в этот день. Представляешь себе? Я же говорю, ни до, ни после я такой системы не видел в Не своей жизни. встречал. Мгм. Я делал 19-20 заявок в день. Можете себе представить?
При том, что я мог давно уже отдыхать там. Как они меня тогда учили, говорили: "Не хочешь работать, научись курить", кстати, они мне говорили часто. Тоже эту фразу я первый раз услышал. Вот, и меня буквально через месяц уже они, видя мои объемы, меня директор вызвал и говорит: "Слушай, ну, у тебя очень мощные объемы, чем ты мотивирован?" Ну, я ему объяснил свою ситуацию, и они меня перевели в Альянс Росно Жизнь, уже компания, это немецкая компания. То есть тогда на рынке была такая ситуация, что зарубежные компании не могут напрямую работать на территории Российской Федерации. И они создавали некую прослойку типа советской, российской компании, вот как раз Росна это была. Альянс Росножизнь, она занималась страхованием жизни именно. У них даже есть свой стадион где-то в Европе огромный, там часто он фигурирует, на нем Альянс Росна написано. И? Вот, Росна, оно страховало, автостраховало и еще что-то, не знаю, там всякие каски, ОСАГИ делало. Меня перевели туда, там было всего 3 человека из IT-персонала. Из сотрудников было где-то 200-300 человек. Там, работая, наверное, за месяц, я, наверное, перечитал весь интернет, и в основном это были всякие бесполезные сайты, то, что называется в народе IT-серфинг. И те ребята, которые там были, они меня к этому побуждали, как бы они и тем же самым занимались. Но ты работал на позиции системного администратора. Сначала я работал на позиции IT-суппортера, потом я понял, что мне нужно дальше как бы двигаться, начал двигаться вот в область системного администратора, но совмещая с IT-саппортом. В этот момент мне поступило предложение от компании Nestlé. Это такое, наверное, светлое время в моей жизни. Это некий, как у нас принято говорить, окно в Европу для меня было. Вот. И я пришел к своему руководителю в Росно, я говорю: "Вот так, мне предложение поступило, я бы хотел бы как бы уйти из компании". Он мне говорит: "Давай я тебе зарплату подниму". И поднял мне зарплату. А я как раз На сколько коэффициентов? То есть x2, x1,5, x3? я сейчас не помню, не Не могу помнишь? сказать, да. Ну, какую-то цифру дальше скажу. Нет, цифры не нужны, имеется в виду, там, было 100, условно говоря, стало 200, ну, к примеру. Нет, тогда вообще таких цифр не было. Я говорю 100 рублей. Я Вот. имею в виду 100 рублей стало там 200 рублей. Имеется в виду процент, Да-да-да. насколько руководитель готов, насколько Не, процент. это вообще обычно в компаниях принято поднимать на 6-7%. Это если человек не увольняется. А если он приходит и говорит, что я ухожу, тогда Да, компания да. может и на Ну, 50% я повысить. как раз, да, ну, обычно 50 не поднимают. Не Это понимаю. бывает, опять же, там 30, 20, 3. 25, там в таких Окей. пределах. То есть 50 смысла нету, потому что как только ты ему 50 накинешь, он к тебе вернется с тем же вопросом через там 3-4 месяца. Это однозначно. Это плохой мотиватор. Да, Деньги да, да. очень плохой мотиватор. Да, да, на работе это никак не скажется на эффективности. Абсолютно, да. Вот. Так получилось, что меня пригласили, я собеседование прошел, а потом месяц ждал приглашения в компанию Nestlé. И вот за месяц этот мне 2 раза подняли зарплату и 1 раз подняли в должности, по-моему, если не ошибаюсь. Да-да, где-то так было. То есть меня сделали уже, утвердили системным администратором, у меня там в бумагах числилось там системный администратор, и 2 раза он поднял заработную плату мою там. За 1 месяц. За 1 месяц, да, это процентов по 10, по 15, по-моему, было. Ну, примерно такие какие-то. Как тебя пригласили в Nestlé? У тебя через знакомых или у тебя висело резюме где-то на сайте? Резюме, я туда закинул резюме на самом деле до того вообще, ну, когда приехал, грубо говоря. Я приехал, это был конец 6-го года, это был где-то декабрь месяц. Соответственно, месяц я проработал в Росно, 2 месяца я проработал в Альянс Росно, и как раз там через месяца 3, где-то в марте, что ли, или в апреле меня пригласили уже окончательно в Nestlé. Nestlé. Да, в компанию Nestlé. Там как раз, когда я уходил, опять же, руководитель, он меня попросил, говорит: "Если что-то не сложится, Адам, я тебя прошу, обязательно вернись к нам". Ну, вот такая речь у меня. И меня это очень сильно Ну, мотивировало, на самом деле, подзарядило. Я пришел в компанию Nestlé,
пришел на позицию IT-суппортера, то есть это поддержка пользователей. И буквально там через неделю у меня возник конфликт там, короче. Мгм. Мгм. Конечно, парень там с Кавказа, горячий. Мгм. И там на второй, на третий день, а, ну, не будем там вдаваться в подробности, на второй, на третий день у меня разговор состоялся с руководителем, которому я объяснил. Я говорю, слушай, ну, как бы здесь даже обсуждать нечего, говорю, я с тобой как бы не планирую обсуждать. А он взрослый мужчина, и он говорит, как, Адам, ты не планируешь со мной обсуждать? Я говорю, слушай, ну, хочешь мою работу увидеть? Говорю, дай мне отдельный фронт работы, чтобы у меня не пересекался ни с другими, я тебе покажу. Мгм. И мне дали тогда 700 пользователей, так называемых удаленных пользователей, которые, ну, например, в Nestlé вообще в России работали тогда, на тот момент, это, ну, грубо говоря, в районе 2010 года, 10 тысяч человек, 10 тысяч сотрудников. Мгм. Из них как бы в регионах есть региональные центры, типа а-ля вот Ростов там и так далее. Ну, будем рассматривать на Кавказе. Есть некие удаленные пользователи, например, которые работают в Дагестане, в Чечне, там, в Кабардино-Балкарии, в Осетии. Они относились к ростовскому офису. Но эти Мгм. люди не имели какого-либо офиса, типа, это то, что сейчас называется удаленная работа, да, то есть люди из дома работали. Но тогда все было налажено гораздо хуже. То есть моя задача заключалась в том, что их компьютер, их телефон всегда работали. Я очень много общался с провайдерами, через которых необходимо было настроить VPN-каналы, чтобы у них все работало, чтобы у них был доступ к ресурсам компании извне. В общем, я отстроил этот процесс с этими ребятами. А эти ребята там могли, вот ты просто звонишь им, они матом с тобой разговаривают. Такие ребята были. Адам, тебе дали именно Кавказ или это в целом Не, это Россия вся была? Россия была. В России вся Правильно? Россия. Смотри, хочу сейчас понять, тебе дали самую тяжелую работу или нет? Это такой Это, самый тяжелый участок? да, это был мало того, что самый тяжелый участок, это был неуправляемый участок. Очень сложный участок был Вот на самом теперь вопрос, почему они тебе его дали? Ну, у меня как бы две идеи. Первое, либо это обычно самое тяжелое дается очень крутым специалистам, только они могут с этим справиться, это первый момент, тезис. Или второе, они тебя просто хотели, там, не знаю, слить. Скорее всего, они хотели, я думаю, проверить. Ну и плюс здесь вот тот фронт работы, который я попросил, чтобы Мгм. в котором я мог бы один работать, Один. в котором я Мгм. один мог бы заниматься. Он практически был только этот. Там Мгм. больше не было таких Мгм. направлений. Понял. Вот. Ну и им нужно было закрыть этот фронт, потому что это было как бы критичный поинт в работе их. Вот, мы очень быстро там наладили контакты. Всех, кто матерился, пришлось там поставить на правильное русло. Причем было так, что там они мне звонят, там мы в отделе сидим, и он мне Ага. матом что-то говорит там. Ну, Да. как бы не мне, он там Ну, на говорит, почему у компании и меня так далее. оборудование не работает там и так далее. Мгм. Я говорю, я перезвоню, говорю, после 6. И он говорит, окей, короче. И когда все уходят, я после 6 набирал и разговаривал с ним там почти на его языке, объясняя, что Мгм. так разговаривать не получится, и там дальше наша работа не будет построена. Мгм. Если хочешь, Мгм. чтобы все у тебя работало, ты играешь на моих правилах, но я тебе гарантирую, что у тебя все будет хорошо. Мгм. Были такие люди, назывались RSM, Regional Sales Manager. Это были крутые чуваки, у которых, например, он руководит ростовским офисом и всем Кавказом, получается. Мгм. Это Мгм. огромный объем работы Ти и финансов, ти которые через них поступают. У людей Суперменеджер есть- там, скажем, Ага. супервайзер. Супервайзер, Да-да-да, суперменеджер. суперменеджер, да. И он в Ага. один день приходит, приезжает там по своим делам и ко мне заходит, и он мне говорит, Адам, дай мне, пожалуйста, телефон. И как бы все в отделе это слышат. Мгм. Я говорю: "Подожди 5 минут, я сейчас освобожусь, и мы с тобой пообщаемся". И он говорит: "Хорошо, я тогда кофе попью и вернусь". И выходит из отдела. И эти люди, они просто в шоке. И они мне говорят: "Адам, говорит, ну так нельзя, говорит, чтобы руководитель такого уровня с тобой так разговаривал. Почему ты так построил работу туда-сюда?" Они, Мгм. ну, ребята мне говорят. Я говорю: Мгм. "Слушайте, вы, говорю, работаете?" Они говорят: "Да". Я говорю: "Вот сидите и работайте, говорю, сюда не лезьте". И
Он потом пришел, мы с ним, там, я ему выдал, там, ну, и у меня были свои, как бы, бонусные области, когда я мог поощрять, работать с ними. Потом я запустил процесс обновления полностью ПК-парка у этих 700 людей, разработал план, расписал полностью его, и заменил компьютеры всем 700 людям по всей России. А, вот как раз ответ, Руслан, на твой вопрос. Самый большой опыт в жизни, именно профессиональной области, не только профессиональной, но и в плане политики, общения, как вот сглаживать острые углы, я получил именно в Nestlé. Проработал я там 7 лет. Как только, кстати, появилась первая менеджерская должность, на нее меня перевели. Это было управление первой линии поддержки. Это тоже был такой очень сложное направление, сложный отдел для компании. Это когда команда находится между двух огней, между бизнесом и между IT. Люди, которые постоянно друг другом там выявляют претензии, то есть заказчик всегда недоволен продуктом, а исполнитель всегда как бы утверждает, что он все сделал в рамках, По ТЗ. Все да, по ТЗ. по ТЗ, да. Вот. А в команде было, ну, изначально, как бы говоря, из самого первого конфликта, некая нелюбовь ко мне началась в этом отделе. И забегая вперед, скажу, вот 6 лет мы с этим руководителем проработали вместе. Через 6 лет он мне сказал: "Адам, до сих пор есть люди, которые пишут на тебя кляузы". Ну, там это вообще отдельная тема, это богатейший опыт, который я когда-либо мог бы, наверно, получить в своей жизни. Вкратце говоря, меня перевели в управление первой линии поддержки. Это как раз был первый мой менеджерский опыт. Там тоже у меня были и ошибки, о которых я до сих пор, наверное, жалею как управленец, да, как менеджер персонала. Были и очень такие неординарные решения, которые мы принимали для улучшения качества. Но если сухо говорить, когда я получил этот отдел в свое управление, у них не было времени даже встать из-за рабочего компьютера. Очень большой шквал обращений был. 10 тысяч пользователей обращались по телефону и по почте именно в этот отдел. Спустя там 2 года мы не только освободили им время, и уже получилось какие-то тренинги для ребят устраивать даже, то есть отпускать кого-то на тренинг, но и мы подняли уровень образованности, уровень знаний этой команды где-то до полуторной линии. Получилось взять какие-то активности у второй линии поддержки, у администраторов, например, там по сбросу пароля, еще по каким-то там инструментам, по доступам, ну, элементарным каким-то доступам к сетевым ресурсам, например, там общим, да, там общая папка какая-то была в компании, и для этого не нужно было там тратить время более высокооплачиваемого специалиста, я их начал замыкать на себе. То есть достигли очень хорошего успеха. Перед моим Адам, уходом был сделан опрос в компании, во всей компании. Моя работа оценена была на 4 из 5. Это при том, что я руководил вот таким первой линией поддержки, которая всегда плохая. То есть для нее и тройка считается хорошая, но Я оценили на понимаю, да. 4. А внутри отдела мою работу оценили на 5. Ну, и это для меня был такой мощный поинт. Адам, смотри, есть ряд вопросов. Да, давай по вопросам пробежимся. Первый вопрос, почему, ну, я примерно понимаю, но почему ты перешел из, скажем, в менеджера из технического направления, если сейчас посмотреть на это с чем было связан выбор? Ну, ты знаешь, IT-саппорт это все равно, это некая рутинная работа. Я, в принципе, по своей структуре не тот человек, который постоянно сидит на одном месте. То есть Мгм. у меня в голове заложен некий рост, к которому я должен стремиться. В жизни есть люди, которые, наоборот, устроены по-другому. Вот они сидят, работают и работают. И в Nestlé было хорошо, кстати, там каждый год, 1 раз в год автоматически тебе там поднималась заработная плата. И ты мог в рамках одной должности расти финансово. Вот. В этом случае, сейчас, одну секундочку. Да, да, можешь выключить камеру, если нужно.
Да, конечно, колоссальный опыт. В этом случае, у меня даже вопроса не стояло, то есть, в рамках этой компании или другой компании для меня это был как бы следующий шаг. Я стремился как бы выше. Смотри, вопрос номер 2. Он Да, связан с тем, что, ну, и это корпорация Nestlé, и там много интриг, я думаю, что было тоже внутри. Сложный отдел, очень много. оценка, контроля там, работы, качества сотрудников. И в целом, если мы берем Кавказ и вот там отношение критики, это такое достаточно тяжелая вещь. Я даже для себя там беру и смотрю, и сейчас мне тяжело относиться к критике, когда меня критикуют, даже конструктивно, объективно воспринимать. Какие ты можешь дать советы молодым? То есть как относиться к критике, как на нее реагировать и что делать? Может, А, со сво критика- это инструмент для нашего улучшения. Критику всегда нужно воспринимать. Вопрос другой, какая она критика, да? Если она уместная, это один вопрос. Если она неуместная, это другой вопрос. Я был молодой и очень вспыльчивый на самом деле, и некое религиозное становление, религиозное укрепление я тоже получил именно в этот период своей жизни и на работе в Мгм. Nestlé. В какой-то период времени один из инструментов, которые мне очень помогли, это я там, как только видел какую-то острую ситуацию, я брал паузу. Ну и в эту паузу старался там что-то для себя читать, там салават или там зикры читать просто, или там истихару, ой, не истихару, а этот аятул курси читать там и так далее. То есть это первый дельный инструмент, когда нужно взять паузу. Кстати, вот в жизни семейных пар тоже очень хороший инструмент. Если там поругался, шейтан всегда работает. Пойти взять омовение, обновить омовение. Тоже как бы не остужает. Здесь примерно такая же ситуация. Берешь паузу, потому что очень часто ломал дров из-за того, что прям головой То сразу. есть не отвечаешь в пинг-понг, не играешь этот, да, Да, теннис. Ты да. берешь паузу и уже, ну, чтобы гнев свой эмоциональный немножко как бы уменьшить. Да, как говорится, месть- это блюдо, которое подается, холодным, да? Но если сейчас со стороны уже там большого своего опыта, то есть мы понимаем, что есть руководители, которые, условно разделим на 3 типа, там, чисто теоретически, да, которые дают чисто конструктивную критику, ее нужно принимать, и там, с ней нужно работать, улучшать себя. Есть руководители, которые дают и конструктив, но и там какой-то неконструктив, ты там плохой, ты опоздал, там, ты там, условно говоря, но и Да-да. конструктив прослеживается. А есть третий тип, у которых в основном сквозит неконструктивная критика. Э, я встречал ситуации, когда люди работают с руководителями с неконструктивной критикой. Что ты можешь посоветовать на их месте? Нужно сразу уходить? То есть, ну, условно говоря, искать другое место или... Нет, смотри, я всегда за то, чтобы дорабатывать. То есть мгновенное решение принимать не стоит. Всегда нужно обдумать. Если это какая-то прям очень острая ситуация, Мгм. то, нужно попробовать ее на корню решить, там, одной-двумя фразами. Сейчас пример приведу. Если, ты понимаешь, что это только усугубит ситуацию, то взять небольшую паузу. Но, без ответа оставлять ее точно нельзя. То есть нужно, Мгм. коротко, но очень четко и грамотно донести там свою позицию. Даже если вы не сойдетесь, в мнениях, нужно просто объявить о своей позиции. Мгм. При, первом, наверно, там укреплении там в религии, когда первый я начал опускать бороду, это как раз тоже было в Nestlé. При том, что до этого я был такой весельчак, я всегда был бритый, гладко там, ну и красиво, как наш сегодня ведущий выглядел всегда. Вот. И, я был самый молодой, руководитель из всех руководителей. И мы когда там на встрече встречались, там все были там, грубо говоря, там за 50 лет там. Мгм. И и среди них сидел вот этот там молодой, такой, бритый, красивый парень. И когда я, конечно же, начал отпускать бороду, я тоже стал как бы из них, выделяться. Мгм. М, в очередной встрече, как бы заходя, в комнату совещаний, там все на месте уже, там директор, все сидят, и один парень сказал, ну, не парень, мужчина, как бы, он сказал:
Он типа сделал вид, что он типа удивился, типа: "О, я думал, ты там типа Басаев". Он говорит. Мгм. Мгм. И я вот здесь, я взял паузу, вот то, о чем я говорю, да, там не было смысла там ругаться у всех на виду, не было необходимости. Я не улыбнулся, то есть я уже Мгм. показал свою позицию, Мгм. дождался окончания встречи, когда все разошлись, там, спокойно подошел к нему и спокойно объяснил. Я говорю: "Слушай, почему именно Басаев?" Говорю. "Почему не шейх Дубая?" Говорю, какого-то, например. Они ж тоже носят бороду. "Почему у тебя именно и при всех должен быть там какой-то негатив обязательно должен быть? Особенно там к бороде", говорю. "Что такого странного, что мужчина носит бороду?" Говорю. И он понял, вот из этих двух-трех фраз он понял, что он как бы очень большую глупость сказал. Он сразу извинился и, впредь там не позволял себе даже там приблизиться к этому вопросу рядом со мной. Вот, с нами работала одна женщина, она такая была, одна из самых взрослых. Мне понравилось, она мне, там спустя 3-4 месяца после того, как я отпустил бороду, она мне сказала: "Адам, я тебя не представляю без бороды". Это при том, Мгм. что там лет 5 или 4 года, я точно не помню, мы работали с ней. Очень часто, как ты говоришь, я получал, возвращаясь к нашему вопросу, отрицательную критику из чьих-то уст, то есть из вторых, из третьих уст. То есть мне напрямую не говорили, по тем или иным причинам, но, до меня она доходила. Милость Аллаха заключалась в том, что все эти 6-7 лет вот этот человек, который меня взял на эту работу, он был по происхождению иудеем, у меня были великолепные с ним отношения. Просто прям. И никто не знал об этом. Мы Мгм. как бы не Мгм. афишировали этот вопрос, ну, не скрывали на самом деле. И Мгм. все жалобы на меня приходили ему, а он мне о них рассказывал, короче. Ну, опять же, возвращаясь там, к моей вступительной речи, все потому, что я трудился, я пахал, я всегда, старался сделать работу наилучшим образом, там, да. М, если я в чем то если я в чем то ошибался или что то не доделывал, то руководитель видел, что это не потому, что я там опускал руки или не хотел делать, а потому что там я не дорос, возможно, профессионально до этого момента, либо мне там времени не хватило для этого. То есть это тоже, ребята, очень видно. А, И все это видят. Видят, когда у тебя не получилось, потому что ты трудился и там ресурсов тебе не хватило. И видно, когда ты не доработал, не доделал, потому что ты этого не хотел. Потому что ты хотел отдохнуть, ходить в кинотеатр, там, прогуляться где-то там и так далее. Ну смотри, интересный вопрос. У нас сейчас мы 1:15 уже с Ничего тобой себе. общаемся, да, Я время думал, 5 быстро минут прошло. пролетело. Ну, будем понемножку закругляться в плане того, что Я только если разогрелся, Мухаммад, ты я что? мы тогда обязательно сделаем вторую часть. Ну, смотри, у меня, знаешь, ключевой вопрос на сегодня, он какой? Он, если говорить про работу в найме, то есть он есть 2 там, вещи и отношения к работе в найме. То есть первое — это я буду работать с максимальной отдачей, с максимально эффективно, даже если это не мой бизнес, не мой проект. А вторая линия, там, моя хата с краю, мне сколько заплатили, я настолько и поработал, и так далее. То есть, а, вот насчет этих двух направлений, я думаю, что второй тип ты тоже встречал. Что ты думаешь насчет этого? Что когда сотрудник относится так, к работе, как вообще, на самом деле это хорошо, плохо для него же? Там, понятно, что для компании это плохо. Ну, ты знаешь, счастье ему в руки, как говорится, этому человеку. Для компании это не так плохо, как плохо Мгм, для самого человека. Вот я бы вот так мгм, сказал. Что касается первого человека, здесь все понятно. Он работает на перспективу, и у него есть цель, скорее всего, и он к этой цели идет. мгм. Что касается вот того человека, которому счастье в С руки, максимальной отдачей. Это первый тип, да. А да, второй? да. Второй человек, который, не только течет, вернее, по течению, но и еще и цепляется за камни там, да, чтобы себя затормаживать. Вот. Во-первых, он, выходя на работу, заключает договор.
да, и в договоре указана его обязанность, которую он выполняет. Не исполнив эти обязанности, он ответит не только там перед собой в конце жизни, но и перед Всевышним в судный день. Потому что, заключая договор, он берет на себя обязательства, за которые получает деньги. И за те деньги, которые он получил незаконно, он или я, или любой другой должен будет ответить. Но это то, что мы видим явно. Это называется, расходы или там потери явные. Есть скрытые Мгм. расходы, которые он, собственно, в которые он себя загоняет. Он завтра, этот человек, может остаться, вообще не у дел, то есть не интересен. Что касается особенно работы там, в компаниях на российском рынке или, в частности, на московском рынке, один из плюсов моей жизни это было, что предыдущий работодатель всегда мог дать обо мне положительную характеристику, там, компании, которая меня хочет нанять. И в этом плане у меня не было проблем никогда. Мгм. Мгм. А, здесь это очень сильно практикуется, когда там новый работодатель звонит предыдущему и говорит, что вы можете о Да, нем сказать. И если да. ты не выполняешь даже те обязательства, по которым ты пришел, даже если ты не мусульманин, да, или ты там далек от религии, то ты портишь сам себе свою жизнь. И здесь глупо. Это все равно, что каждое утро вставать и давать себе пощечину по лицу. Ну, примерно такое. Я бы еще добавил, знаешь, как, допустим, если человек работает, ну, я был и как на стороне найма, и как на стороне владельца бизнеса, Мгм. что человек работает как специалист, он не вкладывается, и он думает, что вот я запущу свой проект, вот там я буду работать. Да, пока и тут можно так поработать, там, почитаю, посмотрю, не отдаваясь максимально, не обучаясь, не развиваясь. И если так работать 3 года, 4-5 лет, то когда, допустим, если человек примет решение построить свой бизнес, сделать свой проект, он не сможет переключиться быстро, по крайней мере, или вообще не сможет переключиться, потому что он не научился работать над собой, над дисциплиной, работать с максимальной отдачей. Просто от того, что это будет его проект, он резко не научится быть эффективным. То есть этого чудесного образа превращения не произойдет. Это может произойти только если ты это сделал себя, сделал там проекты, обучался, работал эффективно, допустим, в найме, и ты можешь быть таким же у себя в бизнесе, но предполагать, что в найме я буду халтурить или, условно говоря, работать на 30% от своих возможностей, а у себя в бизнесе буду работать очень круто, это ошибочно. Такого, Самообман. да, вряд ли этого получится добиться. Поэтому, если вы хотите быть таким, ну, эффективным работником, качественным, крутым, как сегодня у нас с Адамом мы общаемся, нужно обязательно максимально отдаваться работе. Это Да, как такой. мне даже немного вот эти слова, они режут звук, который ты говоришь, потому что я очень самокритичный человек. И, возможно, там те небольшие высоты, которые я достиг в своей жизни, они, наверное, именно оттуда идут. Я всегда себя считал там как бы недоспециалистом, знаешь, в той или иной области. И пытаешься там постоянно ее понять, изучить. Комплекс самозванца есть такой. Да-да-да. Когда на работе люди сидят и думают, что я тут делаю. Да, Условно. а те люди, которые ты говоришь, это вот, явный пример тех, очень обширно известный в мире пример тех, которые все начинают с понедельника. Вот Мгм. этот человек, он такой же. Мы прекрасно все знаем, что эти люди, они не начинают в понедельник. Вот. И также эти люди, которые думают, что они сейчас могут там, на минималках проехать, а потом, когда свое дело начнется, они там будут вливаться, то это, конечно же, тоже, самообман, как и с теми, еще раз повторюсь, которые в понедельник все начинают. Руслан, задал вопрос касательно практики программирования в Ингушетии. Давай ответим. Еще если есть вопросы, задавайте их. Мы минут 5-7 будем в эфире. Да, смотрите, что касается, практик программирования в вообще IT-сферы, я думаю, на сегодняшний день, понятие границы, понятие Ингушетии, вообще они размыты нереально. Сейчас можно пройти онлайн-обучение. У меня есть знакомые, друзья, которые, прошли какие-то онлайн-школы, онлайн-курсы, там 2-3 месяца и вышли на работу с заработными платами по 100 000, там, по 150 000.
Я думаю, вы понимаете какой-то уровень для Ингушетии. Знаю там ребят, которые работают на Москву, уровень заработной платы их не знаю, но подозреваю, что неплохая. Снимают рабочие места вот в коворкинг-центрах, в частности, вот коворкинг-центр Метро по Муталиева в Ингушетии, и работают на Москву спокойно. В принципе, большинство компаний сейчас набирают сотрудников из регионов, понимая, что это им и дешевле, и попроще с этими людьми, потому что в Москве мы же требуем там не только заработную плату, но и печеньки, и кофе бесплатное в офисе. Им с вами работать выгоднее, поэтому сегодня у Да. вас есть очень хорошее преимущество, братья и сестры. Да, удаленно работать сейчас с ковидом возможность появилась больше того, что проще и Кстати, легче устраиваться. что касается компании Nestlé, да, и что касается того, что я всегда любил организовываться, все больше и больше познавать, изучать. Помимо того, что я был там руководителем первой линии, я еще был некий Customer Care Manager. Это там менеджер, который заботится о здоровье пользователя, назовем так. Я Так. был Fire Safety Manager, да, то есть я доносил до новичков пожарную безопасность и выходил последним из помещения, должен был выйти последним из помещения, Мгм. передать Мгм. списки пожарным, и те, кто должен был быть в этот день на работе, но их не было в списках, они считались потенциально там сгоревшими. Я 2 раза проходил и получал сертификаты по оказанию первой медицинской помощи, работая в Nestlé. Я также инициировал закупку дефибрилляторов в компанию на случай, если у кого-то будет там сердечный кризис, там, и можно было бы его дефибриллятором быстро восстановить. Но нам повезло еще больше. Мы заказали 2 огромных сумки, в которых были принадлежности для любого рода чрезвычайных случаев, обморожения, сгорания, там, других каких-то блокирующих систем. То есть это были 2 огромные сумки, в которых было все, что захочет человек для оказания первой медицинской помощи. И практиковал очень часто там в метро, при оказании первой Мгм. медицинской помощи. Очень Мгм. люблю с сотрудниками правоохранительных органов общаться, в таких ситуациях. То есть Люблю приходилось тебе оказывать помощь? Вообще по жизни При- я очень часто с такими ситуациями сталкивался, очень Мгм. часто. Очень общепринятый вопрос вот с эпилептиками, что им нужно там выбивать зубы, вытаскивать языки. К своему стыду понял, что это вранье, это неправда абсолютно все. Эти люди в большинстве случаев, если, ну, там очень маленький процент смерти при приступах, Мгм. и практически все эти смертельные исходы, они исходят из того, что человек бьется головой об что-то, Мгм. об Мгм. землю там и так далее. Мгм. Поэтому его спокойно нужно положить и убрать предметы, там, острые и неострые предметы от головы. Вот и все. Вся помощь, что ему нужна. Ну, еще, наверное, на бок, по-моему, его нужно немножко, чтобы... Нет? Ну, Положить, чтобы... я не слышал, Мгм. вот, те преподаватели Красного Креста, которые мне, рассказывали, которые нас учили, они говорили, что просто нужно контролировать его, чтобы он сильно не дергался и, обезопасить его голову, Ну, ну, наверно, другие части тела. обычно, когда ты работаешь, ты особо на эти вопросы, знаешь, пожарная безопасность, первая помощь, ты как-то сторонишься, если есть возможность, ты пропускаешь эти семинары. Поэтому, если у вас есть возможность, то стоит, да, пройти Да, обучение. как пророк сказал, салляллаху алейхи вассалям: «Иннамаль а'малю биннияти ва иннама ликулли имриин ма нава». Все дела воздаются по намерениям, и каждому достанется то, к чему он намеревался. И еще мы знаем из нашей жизни, что человек, который спас одного человека, подобен тому, которому спас все человечество. Я думаю, 2 этих тезиса должно хватить, чтобы Да, более попробовать. серьезно относиться к этим вопросам. Да, в жизни и к здоровью, и коллег там, и так далее. В одной из, на другой работе, где я работал IT-менеджером в ALP Group, у нас был PR-менеджер, грузинка девочка. Она меня очень часто встречала в компании и говорила: «Адам, скажи мне какой-нибудь аят из Корана».
И я вот время от времени какой-то, то есть даже доходило до того, что я либо не мог вспомнить, либо не знал, что ей сказать. То есть она меня А, врасплох доставала. мгм, И немного мотивировала меня к тому, чтобы там обучаться этому. То есть да. я к тому, что из религии можно очень многое черпать. Там, например, мировые практики, так называемые best practice, нас учат там в день один раз, два раза смывать негативную энергию, которую ты накапливаешь при общении с коллегами, там просто промывая лицо там и так далее. Мгм, мгм, Это элементарное омовение, да, которое мы мгм. берем. Учат нас в день несколько раз абстрагироваться от работы, некую медитацию провести и так далее. Это элементарно наш намаз. Намаз. То есть ничего новому меня, например, эти Придумал. практики не учили, но когда я их изучал, я находил в своей религии эти, собственно, поинты. С этого ты, Поэтому, да, сегодня и начал, Адам. да, с этого, ровно с этого мы сегодня и начали. Адам, А, И на самом деле Мухаммад правильно сказал, не стоит ограничиваться именно конкретно своей профессиональной деятельностью, потому что есть вспомогательные вещи, которые помогают улучшать свою профессиональную жизнь или свои навыки. Ну, опять же, элементарно, если постоянно изучать, то мозг может устать, да, то есть вам нужны некие передышки от этого. Поэтому вот такие вещи. Адам, мы много тем не раскрыли, на самом деле, которые ты можешь рассказать. Это и влияние спорта на разрядку мозга, и насколько он положительно влияет, и про обучение, про эффективность. Надеюсь, может быть, иншаллах, в следующем году или раньше, позже Ну, мы проведем вторую встречу с тобой, да, если у если тебя будет будет время. потребность, у ребят, у коллег, если будет потребность, можете заранее задавать вопросы, может, мы как-то постараемся законспектировать, потому что, как правильно Мухаммад сказал, жизнь была очень-очень тернистая, насыщенная, альхамдулилля. Начиная от того, что там в 10 лет меня должны были просто вывести и расстрелять, вот мы все стояли перед дверью там, и вот за дверью я знал, что нас должны убить, да, там. И вот так в этот момент закончилось мое детство, собственно, и заканчивая, то есть, тем опытом, который я приобрел в жизни, который тем сегодня мне позволяет там свободно общаться, с директорами или генеральными директорами крупных там, компаний европейского масштаба там, да, или европейского уровня. Там, Да, это отдельно, на самом деле, еще вопрос, о котором можно будет в следующий раз говорить. Ты говорил про речь, про доносить свои мысли правильно. Вопрос в том, как все нарабатывать, как это становить. Ну, иншаллах, в следующий раз. Адам, да, Аллах, ясхал. я думаю, этот вопрос не ко мне, я в этом не профессионал, но Не, ну, опытом могу поделиться. наша аудитория видит и слышит тебя, поэтому я Баркаллаху. могу только подтвердить, что у тебя с речью все на высоком уровне. Мамед, Аллах, благодарю ясхал, безумно за Адам. то, что есть такие люди, как ты, которые делают такие программы, потому что они очень нужны, очень важны. Баркал, что пришел, Баркал, что Благодаря Салам. уделил время. Аллах ясхал. Надеюсь, хоть капля пользы от Инша, моих слов для кого-то будет. иншаллах, она и есть, и будет. Благодаря Хорошо, Салам. хорошо. Все, мы тогда прощаемся. Да, как Ассаламу говорят наши алейкум. братья арабы, ма салям, салям алейкум. Баркал, что были с нами. Баркаллаху всем.